Вот и наш транспорт. Евгений Батькович подтянулся. Да? Здорово, Евгеньевич. Запах богатый. Илюха со стаканом. Видел эту Opel Mokis? Следы у него, видать, резина летняя, ты подумал, сюда, да? Да. Куда мы? Ну да, да. А как так взял? Слушай, я смотрел на него, так и не взял. Кто-то, думаю, все равно подсак должен взять. Я мы проебали прошлый год мой подсак. Это стульчик у тебя, да? Да. А я туда еще этот фидер закидаю. Друзья, всем привет. Ну что, родные, вырвались немножко порыбалить на вечерок. Добрались. Хотим посидеть сегодня на фидер. Так, чисто на вечер. Время 5 час вечера. Ну, по 7 до 11 до 12 часов. Попробуем половить на фидер. Всех с днем пограничника. Погранцам особый респект. Так что ваше здоровье, друзья. Ну, на селе уже зеленые фуражки мелькают. Так что, ребят, с праздником всех. Кстати, кто пограничник, пишите в комментарии. Особый респект вам, ваш праздник, ваше настроение. Ну, мы идем. Приехали с Женькой, с Ильюхой. Хотим конкретно попробовать на фидер. Взяли прикормочки. Ну, на вечер, так как завтра на работу. Всем причем, ну, не сможем мы остаться на ночь. Хотя желание-то присутствует. Неплохо отвалились на пляжу, на донке. И сегодня хотим разловить фидера. Ну, как фидера, закидушки, фидера, донки не будем ставить. Так, по 2-3 удильника поставим, порыбалим. Ну, пока идем, пока топаем. На машине добраться не получилось. Метров 600 пришлось пройти пешочком. Ну, вот и идем. Так, чего зачерпнул? Ты подспотел маленько, слышь? Да. Не, ты пустой, не иди туда. Рюкзака возьми там вещи и приди за своими кормушками. Вырубаем рогатки, ребят. 2 рогатки от костра. От нашего, наверное, прошлогоднего. Остались они. Палочки. И сейчас надо еще вот
пивничка подрубить. Водичка хорошенько упала за 2 дня. Вот здесь все в воде было. Сейчас вон такая грязь. Скользко. Так, ну 3 штучки есть. У меня 3 удильничка. Вот так. Еще 3 доночки есть, не знаю, буду ставить, не буду. Посмотрим. Ну, наверное, поставлю. Так, задники, наверное, вырубать не буду. Так буду стоять. Я думаю, ничего страшного. Илюха уже рыбачит, слышишь? Илюха уже все. Хочет леща поймать. Да рановато еще, наверное, я думаю. Два. Еще 3-ю надо. Погода хорошая. Правда, тучки ходят. Сегодня был дождь с утра. К вечеру распогодилось. Шикарно. Ну все. Рогатульки готовы. В принципе, нормально. У меня 1 закидушка уже собрана. 2 надо собрать. Фидерок надо на кормушечку повесить. Так, тут надо заострить. Подсак разложить. Почему-то все расклеилось, блин. Сколько уже подклеивал. Такие подсачники, короче, делают ненадежные. Здесь подклеил, вот здесь колено. Вот видите, ребят, что происходит. Вот я думаю, мне одного вот так хватит на крайняк. Или что? Я думаю, хватит. Ладно, сюда пока в сторонку. Положу. Сейчас Женьке схожу за червями. Женька червя накопал. Так, Илюхи попросил. Кормушечки взял. Соточки. Нормально. Так, где-то у меня баночка должна быть. Еще рановато, конечно. Но поставим все-таки. Так, это простая закидушка. Старый спиннинг. Кончик сломанный. Но тест такой позволяет. Ну, что интересно, это на лиме снасть у меня, но как закидушка отлично работает. Грузила. Поводок сантиметров 30. Ну и крючочек такой. Сегодня будем рыбачить на червя, на кукурузу. По 2 червячка. Я думаю, будет нормал. Еще рановато. Но ничего. Примерно метров 30. Вот так. Ну, соответственно, бубенчик. Вот так. Водичка упала, острова получились. Там жалко все в траве, блин, в кустах. Женя на остров, Илюха туда сел. Короче, вот этот пятачок мы сегодня попробуем разловить. Нормально. Ну, не сносит, хорошо. Тут у меня катушечки, ведро для прикормки. Сейчас разберемся. Ну, новый фидер в дело пошел от Хьюгаши. Видели на обзоре, да, ребят, заказал палочку себе. Вот палочка пошла в дело. 3-метровая. Я, правда, ее попробовал как спиннинг, потому что спиннинга не было, не был готов к сезончику. Сейчас мы сообразим тут.
Так, каждый все снаряжается, все готовятся. Так, по кончику, что мы определимся по кончику, я думаю, поставим даже не средний, наверное, самый толстый. Угу. Потому что тест фидера 60 грамм, 3-метровый Хьюгаша. Поставим на катушки, кормушки взяли сотки, я боялся затечения. Но есть 60 граммовые, я думаю, поставим 60 граммовые кормушечки. Ничего страшного. Водичка упала, не так сильно будет сносить, я думаю. Вот так. Отлично. Отлично. Ну что, поставим на лесочку сюда, наверное. Поставим сюда, наверное, лесочку. Леска 0,28. Вот так. Поставим лесочку, наверное. Что не люблю рыбачить на песках, это постоянный песок везде. Вот тут очень мне не нравится, что когда вот песок. А так, зато удобно, очень удобно в плане. Ладно, ребят, сейчас канитель, всем понятно. Сборка снастей. Короче, здесь сразу взял полотенышко на пояс, потому что прикормка, надо сюда полотенышко. Здесь немного прикормки, ребят, потом разбодяжим прикормочку. Это от Вячеслава, от подписчика он посылал. А здесь, ребят, на сезончик вот заказывал меласки, патока кукурузная. Добавим, Женя кашу сварил. И будем спреем прыскать клубника и анис. Женьке дам, наверное, клубничку, пускай пробует на клубничку, а я вот анисом. Не дает мелочь. Не дает мелочь собраться. Мелочушка долбит. У Илюши была уже поклевка. Кто-то клевает. Не дает приготовиться. Уже охота уже поймать что-то. Как обычно. Да. Кто-то теребит. Ну, видно, что не крупный. Что-то мелочь. А нет, что-то мелочушка вон какая-то. Угу. Так, ребят, ну здесь самодельный монтаж от Пашки Морозова, так скажем. Рыбачит, нравится ему эта штука. Правда, карабина не было, поменьше поставил. Вот здесь получается ход кормушки, скрутка идет. Скрутка не путается. Ну и поводок сантиметров 50. Крючочек под ваш выбор. Ну и поводочек, конечно, какой вы желаете, какой вы хотите. 60 грамм кормушечка. Ну, в принципе, нормально, готово. Так. Сейчас мы отнесем тоже туда. Здесь пускай будет 2 у меня. Потому что здесь грузило тяжелое, грамм 70, наверное. 80. Вот она стоит прямо. Кормушку будет сносить. И здесь его будет немного сносить кустам. Я не буду путаться. Вот так. Так, ну, второй удильник у нас уже готов. Как-то боком надо будет его устанавливать. Вот таким, наверное, макаром. Бубенец достал, подсек. Ну, здесь мелочь долбит. Так, ну что, заваримся. В сторону. Мусор не выбрасываем. Пойду водички немного добавлю. Водички, меласки. Тоже кукурузная. Здесь тоже кукуруза. Сегодня кукуруза будет у нас работать.
И миласки, патоки, все путают что-то. Главное, как говорит Дамир, сильно не переувлажнять. Лучше потихоньку добавлять водички, чем сразу ливануть и все мимо. Мелочь долбит. Ладно. Немножко. Капани. Пробками давай. Да нет, да так, на глаз, да. Пойдет. Ух, кукуруза, слышь, пахнет. Конкретно вообще. Она, наверное, сейчас слепит нормально. Ну да, она как же сладкая, она получается. Она вот, ну хорошо вот в кашу добавлять ее, свои. Вот Женька, допустим, кашу сделал, сейчас он ливанет, и все. Считай, кукурузу не варил, а кукуруза будет вкус вообще нормально. Ну вообще огонь, все. Вот для чего полотенышко, хорошо. Так, ну что, 60 грамм, борщить не стал, потому что хрен знает, как получится все это дело. Женька добавил кашки немного своей. Женька кашки наварил. Так, поводочек. Поводочек, ну и червяк. Червячочек наш. Не знаю, мелочь долбит еще рановато, конечно. Часика 8 будем ждать выхода. Поставим один червячок. Так. Что там у нас перелистнулось? Ну чё, давай, родной, отправляйся. Так, как-то боком надо поставим. Вот так. Так и бубенец. Бубенец. Конечно, стол бы. Все шикарно было. А с этого сделаю там береговой спиннинг большой, 3-метровый. С него я сделаю закидушку тоже. Чисто один фидер будет, пускай. Вот так вот клево, вот так нормально. Так, и спрейчики. Женя дал клубничку. Это вот новое. Себе анисом попробую. Не знаю. Это будет лучше или будет хуже. Не знаю. Посмотрим. Все-таки первые рыбалки. Интересно все. Так, ну третья палочка. Это также подарок от Дамира, кстати. Береговой спиннинг. Ну, тест тут, ребят, такой серьезный. 3-метровый. Вот. Сейчас тоже снарядим его и сделаем закидушку. Женька у нас обрыбился уже. Красавчик. Плотвичку поймал первую. Правда, не сильно крупная. Ну, короче, этот уже есть. Так, и здесь, ребят, закидушечку. Ну, просто грузила, поводочек. Поставил поменьше крючочек. Может, ну, здесь налима как бы не будет. 3 метра. Женька сейчас посмотрел эхолотом, покидал. Примерно точка облова будет 2,07, 3 метра. Ну, самое то. Блин, тут кусты у меня, грузила, не знаю, выдержит, не выдержит. Блин, посмотрю, если кустам будет затягивать. Ну, стягивает. Шмаляет.
Ты потом, Женька, клипсуешься, да? Я вот тоже еще пока не понял, куда. Потом пока клипсанусь потом. Ну что, ребят, раскинулись. Так, пока потихонечку. Вот здесь у меня закидушка, фидер. Ну и закидушка получается. Ну, больше их никак не назвать. Ну вот как-то вот так. Все, расположились. Женька, Илюха. Все. Не знаю, есть пару доночек. Там место отпустует. Закину я, наверное, пару доночек еще. Пускай стоят. Подлиннее, подальше. Там и грузовая потяжелее, сносить не будет. И, может, результат какой-то будет. Ну, ждем леща, изя. Ну, белую рыбу в основном. В основном белую рыбу. Потом я купил горку за 5 на. Ну и чё? И чё там такое интересное? Ладно, проверим потом. Ну, мелочь по-любому. Ой, елец. Ельчик, ребята. Ельчик, ельчик, ельчик. Женьки там садок. Женьки есть котики. Пускай будет. Ну, вот, Женька, ельчик попался, слышь? Так, ребят, ну, в рюкзачке кинул 3 доночки свои любимые. Как же без них? Я думаю, закинем. Водичка упала, сейчас видно бровку. Но тут надо длинные донки. Как раз длинненькие. Что это у нас? Надо вот это убрать. Прошлогодние, походу, уже вросли. Вот, видно по месту, где я стоял. Донки. Вот я ходил. Как вода упала, шикарно. Вот так. Закинем, пускай стоят. Вон доночки. Доночки наши, доночки. Мои любимые доночки. 2 поводочка. Основная леска 0,7. Поводки 0,3-0,4. Так, сейчас размотаемся. Вода поперла. И поставим. Посмотрим результат, на что лучше будет. А так вот палочки стоят. Красота. 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 Блин, нормальная, метров 40, наверное. Наверное, побольше будет даже. Вот так вот клево, вот так нормально. Так, ребят, ну что, все усыновили. Пару доночек. 2 закидушки и 1 фидер. Ну, пацанов также. Женька тоже доночки побросал. Парочку, наверное. Все, 7 часов. Ожидаем. Ожидаем. Вода упала, конечно, конкретно. Жестко вообще. Ну все, ждем. Ждем поклевку. Женька, новый, да, стул у тебя? Да, это новый. Ну вот это один момент фидерной рыбалки. Чем, говорит, больше стол, Женя, чем больше рыба. Люди даже, короче, ну, дремят, короче, слышь, по полчаса. Карпятники же, они по 3 суток сидят. Ну что, ваше здоровье, красота. Ух, ништяк вообще. О, четко.
Живец. Слишком мелкая, наверное. Там же не пойдет. Да. Пока рыбы нет. Трофейный. Ути летают. Ой, красота. Женька. Ну, лавруха первая. На донку. Сдалека. Но опять же, донка работает, ё-моё. Лаврушечка, ребят. На доночку. Сдалека. Все поела уже. Очень далеко, 45 метров, наверное. Есть лаврушка. А тут фидер с прикормочкой не стоит. Ничего, просто качала, наверное. Да колокольчики такие, скажем, тоже не особо звонкие. Надо поменять. Не привозят у нас нормальные колокольчики. Заказать в интернете, что ли, посмотреть. Раньше в старину делали из гильз латунных. Ну, как в старину. Я такими рыбачил. Тоже все пусто, все поело. Так, ребят, грязь плывет. Много грязи. Перезакидываем. Вода падает. Много грязи по пляжу. Ну, вот как-то так. Пока ничего интересного. Одна лавруха. И то на донку. Закидушки, фидеры молчат. Ну ничего, ожидаем. Время у нас сколько? Время у нас 8 часов. По идее все только должно начинаться. Так что не знаю, будем смотреть. Так, ребят, у Люлюшкину наконец-то взял, скорее всего, подъязок. Потому что на подлещика не похоже. Сюда выводи, не матерись. Подъязка, скорее всего. Ну, а не, подлещик такой неплохой. А тут фрикцион так работает. Такой грамм 400, Жень. Да, вот таких уже можно топтать. Ну вот, 8 часов вышел на охоту. По идее, должно. А, нет, вот Такой, да, грамм 400. Илюха тут уселся на лодке. Как такой настоящий рыболов. Коми-рыбак. пакета нет, вроде? Выдал пакет. Пакета я даже не знаю. Да положи водку он еще пока. Потом разберемся. Грязи, конечно, ребят, многовато. Ну так, не особо, скажем, много, но все равно забивает. Чаще надо проверять. Так, что тут у нас? Нормально все? Нормально. Червячочек. Что тут, как у тебя дела? Поменяем. Мало ли лещ у нас возьмет. Мало ли лещ у нас, ребят, возьмет. А мы к этому не готовы. Так что пускай будет оно. Опа. Я до сих пор не заклипсовался. Непонятно, не могу понять, куда, что, где вообще поклевочки. Кидаю метров 30 примерно. Опа. Вот так вот. Тут у меня просто закидушка. Но грязь все равно есть маленькая.
Просто закидушка. Ну, иногда она работает нормально. Что-то запуталась, бляха-муха. Братья ерши. Куда же без них? Ерши вот это, значит, они атакуют, а вот это они все съедают. Зараза такая. Так, у нас вечереет. Ну тихо пока, вообще тихо. Походу вышли ерши. Просто только забрасываешь сразу. Такие мелкие поклевки и все, моментально съедает. Купили кукурузу. Думаю, фидеры поставить на кукурузу, потому что, ну, перебрасываешь, толку нету. Только свежего насадил сразу, бац, съела. Вот так. Пока не густо, ребята, вообще не густо. Ожидаем поклевочку. Ну, хорошую рыбку. Ну, так я и сказал. Трава, блин, конкретно сыпет. Конкретно сыпет трава и берет ёршик, хозяин водоема. Попробуем, сделаем эксперимент. Тихо, тихо, я сейчас тебя красиво отпущу. Блин. Попробуем кукурузку поставить, ребят. Не знаю, может. Ну, во-первых, ерша спугнет, это 100%. А лещ ясь любит кукурузу. За последний ролик, ребят, столько негативных комментариев, я просто в шоке вообще. Просто столько у людей всякой гадости, пакости, вообще не понимаю. Жизнь, ребят, у всех разная, понимаете? И я просто не понимаю, зачем смысл смотреть тогда и вообще, вот, ну, зачем вот это надо? Просмотреть, обосрать, там, оскорбить. Я вообще не понимаю. Не понравилось, так вообще не смотрите там, я не знаю. Ну зачем это надо, реально? На севере жизнь, ребят, своеобразная. Кому-то не понравились сети своеобразные. Я еще раз объясняю. На сети, ребят, рыбалка разрешена. Ну, соответственно, количество яча и сколько там штук на человека. У нас, ребят, много деревень на реке, где нет даже света, стоят генераторы. И там правительство выдает какое-то количество топлива. Но у них там своеобразное время, потому что там, допустим, в 4 вечера уже свет генератор надо выключать. Или наоборот, в 4 вечера включить там до 8. Детям там сделать домашнее задание. Ну, потому что есть школа. Это есть такие деревни, ребят, это 100% я знаю. И уже, допустим, в 9 часов они выключаются. Так что, ребят, Мегаполис, большой привет вам. Не надо, ребят, обсуждать и оскорблять, если не знающие жизнь вообще на севере, ну, вообще как-то так. Просто нет слов реально. Нет слов, одни эмоции. Илюшка кого-то еще зацепил вроде. Ну, что-то вроде не крупное. Ну, что-то как будто кто-то есть. Не, подлещик. А нет, подъязык. А нет, подлещик. Ляпочка. Ну, точка у тебя работает. Он свежих червей, да, берет? Свежих. Я говорю, только садит. Ага, ляпочка. Ляпуля. Лаврушечка, так мы называем. Ну, я так называю. Как лавровый лист получается. Ждем леща хорошего.
У многих ребят такой рыбы нет, я знаю, вот на Печоре передаю Сане, выставил огромный привет, братан, здорово тебе. У них на Печоре такой рыбы нету. А вот у нас есть. Ух ты, какие разбушевались. У Женьки, ребят, фидеры 3,90, 4-метровые. Вот так. Для меня рыбалка это новая. Но все она интереснее. Ну, охота каждую рыбалку познать. Потому что люблю зимнюю, люблю летнюю. Люблю раннюю весну. Люблю позднюю осень. Ну и сейчас мода пошла вот такая у нас. Уже давно, но все равно интересная рыбалка, своеобразная. Прикормочки вот тут и поклевывают уже. Непонятно. Женька донки пошел проверять. Вот, ребят, и палочка от Хьюгаши. Ломанул. Есть светильник у тебя? Щелкнуло, понял. Ну, я ж слышал. Новая. Слышал? Бац. Кончик бам и колокольчик бам. Вместе с ним. Это середина получается. А ну, ставил грамм 60, короче, смотри. Кончик у тебя там. Что за марка такая интересная? Хьюгаши. Вон кончик, пожалуйста, с колокольчиком. Это вот составник второй. Вот он тоже, видишь, поломанный. Так это вот от него конец-то где? Угу. А, да ладно, это Нет, он поломался. на центральной. На центральной. На централе, да, он, смотри, ломанулся. Вот видишь? Вот так. Да ладно. Угу. И там еще кончик вставляется, да, он? Ну, кончик, да, еще составник получается. Офигеть. Вот тебе и новый фидер. -1. -1. Даже еще, короче, не этот. Рыбу не поймал. Не понюхал вообще в жизни. И колокольчики все вылетели, блин. Колокольчик повылетал, да? Вообще. Короче, один убыток. Угу. Вот так вот клево. Вот так нормально, блядь. Че нафиг он нужен его? Ломай катушку, снимай, отрезай, все. Доматывай. Не прям. Просто фуфло. Не, катушку ставил 60, вот смотри, 60 грамм. Угу. Кормушка 60, да? Да, сейчас вот все покажу. Я даже вот то, что ты сотку-то купил мне. Да. То, что ты сотку купил мне. 60 грамм, да. Все, я даже не рисковал, Да. как бы, знаешь. Ну, думаю, так побалуюсь. В концове щелк. Майки. Ага, майские, да, летают. Ну, пожалуйста. Вот так. Так что, короче, не прошел тест фидерного сезона. Кончики пойдут, не знаю, на балансиры еще, знаешь, куда-нибудь. Угу. Вот так. Вот так вот, ребятушки. Короче, тест-драйв не пропер. А это фидер, вот человек, который новый, последний тебе пришел, да? Да, да, вот только выль. Офигеть. Что тебе скажу? Печально? Ну а что сделаешь? Зато все это как оно есть. Женьки есть подлещик, походу. Чувствую. Есть, да. Хорошо, да. Ну тут видно сразу, даже что рыба, согласись. Потому что, ну. Вообще отменно. Подожди, а опять, а если крупный, что, как поднимать будешь? Да не крупный. Не крупный? О, да нет, что, прикольный. Ты его так и заводи на песок, да? Да не, нормально, что, хороший ляп. Такой же, как у меня. О, ляпа, вообще отлично, смотри. О, так этот вообще достойный, слышь. Да. Пойдет. Это вообще красавец. Отлично. О, Женька дождался своего. Все, четко. Видишь, все равно вылез. Ну тут видно было, да, Жень, поклевка, согласись? Конечно, сразу. Да. Там такой, может, 500. Ну да, где-то в этом районе.
400 с копейками. Пусти. К братьям. А такой же, как и у него. Да, как у Илюхи. Да, Такой же, да? Да, да, поменьше. У меня Может, поменьше? даже может. Не, уже не покрупнее чуть, наверное. Хотя, наверное, одинаковые даже. Женька убрал фонарь, да? Чуть-чуть покрупнее. наверное. Такой же. Я чуть Ну и топлю, все. Да, ребят, обидно. Новенький. Короче, я потом посмотрел. В оконцове он у меня, короче, ломанулся везде. Потрескался. Я просто начал проверять. В оконцове, ну, он даже этот, как его, ну, обычно ломаешь, и такая пленка какая-то держит, а здесь он сразу сломался. Я просто попробовал. Или партия такая, или что. Ух ты, привет. Здорово. Пацаны, смотри, какая жаба. Вообще здоровенная просто. Ну-ка, давай, иди отсюда. Давай, иди. Наступим на тебе, потом будешь сама виновата. Пупырчатая. Давай, иди, иди вниз. Иди в воду. В воду плыви. Иди вниз давай. Вон, иди плавай. Жаба. Короче, ребят, не протестировал я фидорок, ну ничего. Все это надо будет увести, сжечь потом, убрать. Вон еще, кстати, кусочек. Блин, удивительно, что вот ломануло прям вот поэтому посередине. Т-60 грамм, ну, в принципе, кормушка 60 грамм, ну и там корма, может, грамм 10, грамм 70. Ну, относительно так забрасывал. А в оконцове он потом, ребят, трескается, смотрите. Видите? Вот он просто лопается. Помню, у меня шимановский спиннинг был. Он сломался, но он там какие-то волокна идут. И этот, как его, он не дает этому. Я даже пробовал выжигать. Он даже сгорел, а эти веревки, они остались. Они даже как бы как лента вот была горевшая, она так даже осталась. А вот это почему-то вот так. То бишь, дай ему немного замерзнуть, отсыреть, замерзнуть, на жаре высушиться на солнце, потому что он черный. И, короче, ну, он попортится быстро, я так понял, значит. Лопается вот так. Вот, видите, ребят, как карандаш ломается. Охренеть. Остались кончики. Не знаю, кончики 3 штуки остались. Ну, я использую на балансированной удочке вот такие кончики. Да. Печально, но факт. Так что, ребят, если что, имейте в виду. Тест он прошел своеобразный. Как-то вот так оно. Так, это каша. Жанина сейчас высыплю. Заморозит. Немного собираемся уже потихоньку. Женьке высыпляю кашу. Прикормочку. Женька-то на поселке. У него возможности побольше будет выехать. А у нас, как обычно, работа. Работа-то. Вот. Ему нормально. Увлажненно. Заморозит. Пойдет. Ведерко сейчас помою. Всё. А Женька как раз завтра, если что, съездить, попробует. Ладно. Собираемся. Что, потемнело уже. Нехило так. Донышки сейчас сматываем. Все сматываем. Собираемся. Вот, кстати, результат, ребят. Вот такие пойдет. Подлецы. Вот они. Два таких посимпатичнее. Вот такие небольшие. Кстати, очень вкусно, ребят, завялить к пиву.
Баня, тема шикарная. Вот такие они. Тут нормально, такой грамм 300-400 есть. Разведочка прошла успешно, я так скажем. Нормально. Да ладно, ночные бродяги выходят. Смотрите, ребят, какой. Охренеть. Так и заглатывают, ребят, смотрите, как ужасно. Ну, а червячка тебе. О, в жабре. Да я тебе оставлю. Дай его. Давай, братец. Давай, братишка. Давай домой. Домой. В следующий раз скажи, Андрюха приедет. Позови мамку. Мамку или папку. Ну, ты чё? Чё, не понимаешь? Давай. О. Попёр. Змеюга. Вот, ребят, костерок, если видно на камеру. И пляж такая коса красивая. Тут налима тут остался, походу. Ну, машинка вон стоит. И вон костерочек далеко. Ребята отдыхают, балдеют. Но мы грузимся тем самым. И будем выезжать. Почистил ноги немного от росу. Столько лягушек, ребят, это капец. Я столько не видел никогда в жизни. Весна, любовь везде. Мама вылечи, мама вылечи, я стал благим. Дрожу от тучи. Мама вылечи, на душе тоска, душу излечи. Мама вылечи, карма. Я что-нибудь, несмотря на это, я благим не буду. Дай ты, друг, благим не будь. Мы называем близкими те, кого не знаем. Кто 2 раза помог, крепко обнимаем. А потом всю жизнь кто-то кому торчит от безысходности. Что, родные, добрались до дому. Ну вот, не западло. Ребят, не западло. Собрали даже там мусор. Фидер поломанный, который сломался. Все. Это нормальная, ребят, ситуация. Я думаю, каждый меня поддержит с этой канителью, потому что ну, лучше так, чем вот так. Ладно, сейчас разгружаемся. Время 1 час. Раздеваться, умываться, спать. Через 5 часов на работу уже. Что, ребят, ну все. Такой вечерок. Проверочка на фидер. Ну, не знаю, рановато еще. Все только начинается. А так, в целом, вечер провели душевно. Все здорово. От меня любви, счастья, здоровья. Выходите почаще на природу. Всем пока.